Вы когда-нибудь задумывались, сколько денег тратят школьники на приобретение праздничных букетов учителю на 1 сентября? В этом году порог школы перешагнуло 47 тысяч учащихся. В среднем букет цветов стоит 500 рублей. Путем легких вычислений мы видим большую сумму. И как итог, через пару дней ваши деньги оказываются в мусорном баке вместе с другими праздничными завялыми букетами. В этом году 47 классов из Якутска, Нюрбе и Алекминска решили начать учебный год с доброго дела и приняли участие в акции «Добро в руках», которая во второй год проводит благотворительный фонд «Харасхал». Инициатива исходила от детей, родителей и учителей, именно от тех, кто формирует наше будущее. Несмотря на простое условие купить всего один букет, а сэкономленные деньги передать на благотворительность нуждающимся детям. В этом году акцию «Добро в руках» поддержали 1200 учащихся Якутии. Они встретили свой первый школьный день с белыми флажками участника. По их словам, это один из самых добрых проектов Якутии. Первый школьный день и первый урок добра. По словам родителей, очень важно это понять еще в детстве. Принять то, что мы все равны. Акция не просто помогает средствами на благотворительность, но и развивает иную культуру отношения общества к тем, кто нуждается в помощи. Главное, проект учит детей смотреть на мир гораздо шире. Это очень благородно, то, что мы помогаем, именно нуждающим детям. Поэтому наши родители, весь наш класс именно участвуем в этой акции. Благодаря вашей акции. Спасибо, чтобы они были, главное, здоровьем. Все. Мы ученики 6 Г класса. Мы уже второй год поддерживаем эту акцию. Нам нравится выходить на линейку и выделяться среди других классов. Мы в этой акции уже участвуем второй год подряд. В прошлом году, будучи уже, тогда еще 3 В классом, мы тоже помогали фонду «Харасхал». В этом году, конечно, мы не остались в стороне, тоже решили всеми родителями, все единогласно поддержали. Такие акции помогают нашим детям быть добрее вообще в мире, и солидарными, так сказать. Конечно, дети у нас очень добрые, хорошие. Принимаем участие в этой акции, чтобы дети, которые болеют, чтобы они смогли вылечиться, чтобы они смогли, как мы, играть, сходить в школу. Мы надеемся, что наша помощь может изменить жизнь других детей к лучшему, и призываем всех участвовать в таких акциях. Добро в руках! Кто-то из родителей в группе скинул прошлогоднюю, где дети стоят шариками, большинство поддержало, и мы решили поучаствовать в этой акции. Наверное, не понимает, что такое благотворительность. Более жестокое общество сейчас, и поэтому нашим детям это просто необходимо. И, конечно, это очень хорошая акция. Решили все-таки не обделять вниманием нашу учительницу, поскольку мы ее очень любим. И мы решили, каждый ребенок держит цветок, и потом это соберется в огромный букет. Потому что это хорошее дело, я думаю. Надо помогать другим и поддерживать. Поддерживаешь их всякими средствами или чем-то другим. Стало легче на душе и стало более хорошо, потому что мы помогли в благотворительной акции. В рамках благотворительной акции «Добро в руках» мы собрали 300 тысяч рублей. Вырученные средства пойдут на организацию дневных площадок для детей с инвалидностью и стационарного лагеря. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто нас поддержал. Очень рады, что школьники и родители готовы быть открытыми, милосердными. Благодаря этому наши дети могут с пользой провести летнее время, летние каникулы, осенние, весенние. Уже второй год автономная некоммерческая организация «Особый ребенок» проводит семейную интегрированную школу «Ласточка» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Школа проводится по социальной франшизе благотворительного фонда «Харасхал» под руководством известного психолога Татьяны Сабаракиной.
В этом году «Ласточка» проходила в Якутске с 16 по 20 июля на базе загородного гостиничного комплекса «Сулус». Если в прошлом сезоне школу проводили для семей, воспитывающих детей с аутизмом, то в этом году участниками стали семьи из общественного объединения родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии». Также присоединились семьи из Чурапчинского, Амгинского и Вилюйского районов. На самом деле, общественная работа, она такая тяжелая, да, и это не призвание, это к этому приходишь по обстоятельствам жизненным, да, но, тем не менее, хотелось бы своим опытом показать другим родителям, то, что опускать руки нельзя, во всем есть положительные моменты, и их надо видеть и следовать им, чтобы родители с нас брали пример и точно так же воплощали своим детям, и, может быть, там в своих улусах что-то свое придумали, организовали подобное. В течение 5 дней семей ждала насыщенная программа, адаптированная для всех участников. С утра семьи занимались на коррекционных занятиях. После обеда участников «Ласточки» ожидали поездки в зоопарк и батутный центр. Вечером дети репетировали спектакль, который представили на закрытии смены, и участвовали в различных мастер-классах. Это и для родителей, и для детей, потому что родитель переосмысляет все, смотрит на других, учится у других, анализирует свое поведение, свои ошибки, что, как можно поменять, что можно сделать. Когда он это сделает, уже и ребенок поменяется. Да, и прямо вдохновение такое появляется, поменять свою жизнь к лучшему. Вас и так здесь раскроют, укажут, покажут, где, что, как делать, как со своим ребенком не управлять, а как с ним быть как бы в единое целое. Вам подскажут, никак не надо, только как бы с позитивом приходить нужно и опять-таки узнать что-то новое для себя. Быть готовым к этому, не закрываться. Да, надо участвовать в проектах особого ребенка, Харысхала, надо активно там со всеми знакомиться, показывать своего ребенка, его тоже со всеми знакомить. И тогда, конечно, действительно легче это все и быстрее вливаешься в коллектив. Я хочу выразить огромную благодарность особый ребенок, директору Инне Валерьевне, руководителю нашей школы, так сказать, Татьяне Васильевне Сабарайкиной. Также хочу выразить сильную благодарность и прям нашим девочкам Зинаиде, Людмиле за их терпение, за их добродушие. Они очень сильные. Наступила осень, и все наши ласточки разлетаются по своим домам. Это лето останется в их памяти как самое яркое воспоминание. Надеемся, что полученные знания и навыки обязательно помогут нашим семьям в их жизни. В начале сентября состоялся всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция» для девушек, передвигающихся на колясках. Участие в конкурсе приняли девушки из разных регионов России. 14 прекрасных финалисток выступили на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и покорили присутствующих гостей своим обаянием, целеустремленностью и жизнелюбием. В их числе наша землячка, финалистка конкурса «Красота без границ-2018» Любовь Медянникова. Как только у нас закончился конкурс «Красота без границ», к нам вышли организаторы конкурса «Мисс Интеграция» с официальным приглашением принять участие в конкурсе. Изначально на всероссийский конкурс «Мисс Интеграция» мы хотели отправить Алену Игнатьеву, победительницу конкурса «Красота без границ-2018». Но в связи с семейными обстоятельствами Алена, к сожалению, не поехала, но вместо нее поехала у нас Любовь Медянникова, которая у нас второй раз участвовала в конкурсе «Красота без границ». В 2014 году она получила титул «Мисс Очарование», в 2018 «Мисс Золотое сердце».
Меня зовут Любовь Медяникова. Мне 27 лет. Представляю Алмазный край и Республику Саха-Якутия, которая славится своей красотой, самобытностью и настоящей морозной зимой. По образованию специалист в сфере туризма. С 2009 года занимаюсь конным спортом. Я человек с активной жизненной позицией. Обладательница титула «Мисс Очарование» и «Мисс Золотое сердце» конкурса красоты среди девушек, передвигающихся с помощью инвалидных колясок. Красота без границ в городе Якутске. Люблю детей и мечтаю стать мамой, ведь это одно из главных предназначений женщины. Мой девиз: если боишься, то не делай, а если делаешь, не бойся. На конкурс я приехала, чтобы приобрести новый для себя опыт и сказать потрясающим девушкам, стоящим сейчас на этой сцене, вне зависимости от результата: вы прекрасны. Я вами бесконечно восхищаюсь и беру пример с каждой. Финалу конкурса предшествовали многодневные репетиции, занятия вокалом, танцами и сценическим мастерством. Результат проделанной работы девушки представили жюри и зрителям на итоговом концерте. Девочки все очень хорошие, активные, все занимаются там разными танцами, кто-то уроки доброты проводит у себя в городе. Очень активно, очень все интересно. Вообще у меня буря эмоций, которая, наверное, еще долго не пройдет. Самое сложное для меня было, конечно, это танцы. У нас был там профессиональный, получается, хореограф, который поставил нам такой танец, очень активный, по типу вока. Вот это для меня было сложно выучить, за несколько дней его нужно было, и это вообще было очень-очень такой этап. Ну, нервничала, конечно, перед защитой своего проекта, но все равно все смогла гармонично, лаконично донести свою мысль, чтобы люди меня поняли, чего я хочу и о чем я рассказываю. Там, конечно, масштабнее сцена, да, масштабнее зрители, чем у нас, но я не скажу, что наш конкурс хуже там или лучше как-то. Мне кажется, на уровне, у нас наш республиканский вполне на уровне. Я, конечно, волновалась. Я не знаю, я, может быть, чисто физически, да, вот талантом, я уже чисто физически немножко подустала и не сделала так, как я хотела бы в полную силу, да, потому что я довольна своей номинацией. Вообще, очень я рада, что я съездила и вообще благодарна нашей организации «Движение без барьеров», которая мне помогла во всем, да, Бэми Лазаревой, которая целую неделю там со мной провела и меня поддерживала очень сильно, когда я прямо на нервной почве, там у меня все это было, я очень прям благодарна. Наша Люба на высоком уровне представила Якутию на конкурсе «Мисс Интеграция» и завоевала титул «Мисс Нежность», а победительницей и титул «Мисс Интеграция» удостоилась Лидия Зима из Кемеровской области.